немедленно. И сейчас расскажу о тех направлениях основных, которые нам необходимо сейчас осветить. Та проблематика, которая, если есть, нужно сейчас ее тоже обсудить, для того, чтобы у нас эта работа прошла очень гладко и началась она немедленно в 2019 году, не оттягивая на последующие периоды. Это первая часть. И вторая часть – это программа по вводу жилья. Как вы знаете, у нас принят план на 5 лет. Это национальный проект. В рамках этого национального проекта нам поставлены очень большие планы, объемы. И задача у нас фактически к 2024 году, по сути, удвоить вводимый объем жилья ежегодно. Поэтому эту задачу нам нужно тоже с вами сейчас очень качественно и правильно скоординировать для того, чтобы ее решить в срок. Вот. Но еще раз прошу, уважаемые коллеги, нам необходимо составить реестр таких объектов, понять каждый объект в деньгах, в средствах вложено, сколько весит в процентном отношении и какова его строительная готовность. Это очень важно для того, чтобы оценить те направления, где мы должны приложить усилия для того, чтобы в последующем застройщикам помогать брать кредитные ресурсы, помогать брать средства для выполнения своих планов и объектов. На сегодняшний день нам нужно определить, сколько объектов у нас не могут завершить строительство по старой схеме. Это тоже очень важно. А также те объекты, которые не смогут те застройщики, которые по финансовым причинам не смогут получить средства банков или других кредитных учреждений, институтов развития на свою деятельность. Также скажу, что в целях помощи застройщикам, естественно, федеральные власти активизируют работу институтов развития, в частности, Дом РФ, бывший АИЖК, создал банк, так и называется, банк Дом РФ, который, по сути, будет специализироваться на решении вот этих вот проблем переходного периода с 214 ФЗ. В частности, будут проводиться экспресс-анализы застройщика на возможность получения кредитования. Если мы, обращаясь в банк, понимаем, что от 40 до 60 дней они только рассматривают нашу заявку, то банк Дом РФ рассматривает гарантированно в течение 2 недель заявки застройщика на получение финансирования по строительству объекта. Ну и, собственно говоря, в причине отказа, если будет отказ, то они предоставляют исчерпывающий перечень оснований для отказа, что позволяет проанализировать его и посмотреть, насколько те или иные параметры могут быть скорректированы, улучшены для того, чтобы застройщик в последующем еще раз обратился и получил финансирование. Ну и, конечно, очень важно, что здесь не имеет значения, есть ли у вас филиал Дома РФ или нет. Заявки оформляются в электронном виде через интернет-портал, через личный кабинет. По второму вопросу хотел бы кратко сказать, что всем известно, что программа 01.01.2012 до 01.01.2017, новая программа переселения по площади более 1 миллиона квадратных метров сейчас у нас по республике. Это больше 60 тысяч граждан, огромная по финансам, она 61,5 миллиардов сегодня. Я не исключаю, что она даже будет увеличена несколько, поскольку некоторые дома туда не вошли. И стоимость строительства в некоторых районах мы также попросили скорректировать в большую сторону для того, чтобы дать более комфортные условия застройщикам для реализации проектов строительства в сложных условиях. В частности, нам необходимо понимать, в какой степени готовности у нас сейчас региональная адресная программа, получили ли мы от всех районов необходимые сведения, саму эту программу, потому что 1 марта у нас открывается доступ в систему, мы 1 марта должны будем эту программу, а это 1 марта завтра, уважаемые коллеги, поэтому очень не хотелось бы, если выяснится, что кто-то не предоставил информацию или не полную информацию предоставил, это вы, по сути, задерживаете всех остальных, поскольку мы не сможем тогда загрузить программу республиканскую. Для нас это
как вы понимаете, время и деньги в прямом смысле слова. 25 декабря 2018 года были внесены кардинальные изменения в 214 федеральный закон о долевом строительстве. Главное изменение – все застройщики, осуществляющие строительство объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства, обязаны с 1 июля 2019 года перейти на банковское проектирование с использованием эскроу-счетов. При применении данного механизма финансирование строительства объекта обеспечивается банковским кредитованием. Денежные средства участников долевого строительства, направленные на погашение обязательств по договорам долевого участия, должны аккумулироваться на счетах эскроу, открытых в уполномоченных банках. Застройщик сможет воспользоваться ими только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Таким образом, основная цель законодательных нововведений – это защита денежных средств участников долевого строительства. Например, в случае банкротства застройщика средства участников сохранены, застройщик их не потратил. Либо в случае банкротства банка возврат вложенных средств участников долевого строительства обеспечивается банковским страхованием, так как счета эскроу приравнены к банковским вкладам. Необходимо понимать, что меры законодательного характера в сфере долевого строительства, принимаемые в последнее время, направлены прежде всего на сведение к нулю риска появления обманутых участников долевого строительства. Ранее законодательство о долевом строительстве предусматривало право для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, достраивать объекты по старым правилам, без перехода на счета эскроу. Согласно же внесенным изменениям, все объекты, независимо от даты получения разрешения на строительство, обязаны с 1 июля 2019 года перейти на счет эскроу. Исключения будут только в отношении объектов высокой степени готовности. В настоящее время, согласно проекту постановления правительства Российской Федерации, установлены следующие критерии. Первый критерий – степень готовности объекта строительства должна составлять не менее 30%. Второй критерий – количество заключенных договоров долевого участия в строительстве должно составлять не менее 10% от общего количества жилых помещений или 15% жилых и нежилых помещений, в отношении которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве. В настоящее время на территории республики ведется строительство 64 объектов с привлечением денежных средств граждан. Общая площадь жилых помещений в таких объектах 510 651 квадратный метр. Из них 22 объекта имеют низкую строительную готовность. На объектах выполнена подготовка территории, либо установлены сваи. Общая площадь жилых помещений в таких объектах 178 284 квадратных метров. Кроме того, по 17 объектам начато строительство. Но по этим объектам еще не получено положительное заключение о соответствии застройщика его проектной декларации требованиям 214 федерального закона, дающего право на привлечение средств участников долевого строительства. Таким образом, с 1 июля 2019 года застройщики могут осуществлять строительство объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства за счет целевого кредита, предоставленного уполномоченным банком. А уполномоченный банк – это банк, созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации и включенный Банком России в перечень банков, соответствующих критериям. Банк России ежемесячно размещает указанный перечень банков на своем официальном сайте в сети интернет. По состоянию на 1 января 2019 года количество уполномоченных банков на территории Российской Федерации составляет 62, из них 11 банков имеют филиалы в нашей республике. Но при этом готовы на сегодня работать по проектному финансированию на территории республики только 3 банка. Банк Газпромбанк, Банк ВТБ и ПАО Сбербанк. Основным условием для получения целевого кредита является наличие собственных средств в размере 15% от планируемой стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. Средневзвешенная процентная ставка зависит от размера средств на счетах эскроу. Обеспечением по кредиту будет являться залог имущественных прав на незавершенный объект строительства и земельный участок. Каждый проект кредитования рассматривается уполномоченным банком с учетом их особенностей и на взаимовыгодном сотрудничестве. Второй вариант – с использованием целевого кредита, предоставленного банком Дом РФ. Единственным учредителем данного банка является акционерное общество Дом РФ, который создан правительством Российской Федерации. Основными видами являются банк Дом РФ, единая информационная система жилищного строительства, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Преимуществом продукта банка Дом РФ является: в качестве собственных средств банк Дом РФ ставит условием только земельный участок. И застройщику достаточно иметь оплаченный земельный участок.
Срок принятия решения 20 рабочих дней вместо традиционных 40-60 дней для такого продукта. Конструктор-клиент позволяет управлять условиями кредита. Застройщик может сам управлять стоимостью финансирования, варьируя ряд ключевых параметров. Цифровое взаимодействие застройщика с банком. Вместо привычной передачи документов в банках будет достаточно загрузить их на страницу в интернете и получить индикативные условия кредитования. Заявку на получение кредита можно оформить через сайт. Процентная ставка также снижается в зависимости от готовности объекта и наполнения счетов средствами дольщиков. Также возможна капитализация процентов до момента раскрытия счета escrow. Таким образом, в случае применения механизма долевого строительства при реализации новой программы переселения необходимо учитывать все уже указанные изменения, а также требования, которые предъявляются к застройщикам. Не каждая строительная организация может быть застройщиком, который осуществляет строительство с привлечением денежных средств участников строительства, будь то это физическое лицо, либо юридическое. Данные застройщики должны соответствовать определенным требованиям. Так, в соответствии с федеральным законом о долевом строительстве, обязательным требованием к застройщику является опыт не менее 3 лет участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее 5000 квадратных метров, наличие земельного участка на праве собственности, аренды или субаренды, разрешение на строительство, а также заключение контролирующего органа о соответствии застройщика и его проектной декларации требованиям 214 федерального закона. Данное требование было введено с 1 января 2017 года. В целом по подготовке хочу отметить, что вы все знаете, какие объемы аварийного жилья у вас на территории муниципального образования имеются, но когда вот эта информация сводная уже поступила в дирекцию, мы стали смотреть, к сожалению, стало видно, что подготовка этих земельных участков, она очень слабая. Не все земельные участки на сегодняшний день, они сформированы или поставлены на кадастровый учет, нет четкого понимания, когда дальнейшая эта работа будет проводиться, нет информации по технологическому присоединению, каким способом будут решаться вопросы по техпрессу, по присоединению объектов, которые вы планируете к строительству. И те объемы, которые вы нам показываете, то есть достаточно очень маленькие, то есть исходя из ваших объемов, которые вам нужно ликвидировать на сегодняшний день, готовность земельных участков, еще раз хочу сказать, очень-очень низкая. Поэтому здесь нам работу, вернее, вам нужно ускорить, и в связи с этим мы на обратную связь вызвали муниципальное образование, от которых хотелось бы очень, скажем так, четко понять, каким образом вы проводите эту работу. Город Якутск, Верхневилюйский район, Мирнинский, Вилюйский, Намский, Кобяйский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Сунтарский, Катинский, Хангаласский, Алданский, Ленский, Ординский, Горный район. Пожалуйста, город Якутск. Да, мы запросы отправили по застройщикам, нам ответы пришли, потом письменно мы подготовили и соглашение, и программу мы на согласование отправили ведомству, просто у нас там согласовывают это еще на стадии согласования находится, но в ближайшее время оно к вам поступит, эта информация. Как бы проблема по квартирам у нас нету, застройщики откликнулись и написали, кто какие квартиры предоставит, может реализовать там, по цене. Да, сейчас на согласовании находится, но и в ближайшее время направим. Коллеги, а если у вас проблемы нет, почему у вас до сих пор программа находится на согласовании? В чем такая проблема с программой? Программа формировалась у нас. Так. Мы как ее сформировали, отправили на согласование. Вы нам ее не направили, во-первых, а во-вторых, у нас соглашение с муниципальным образованием вообще не подписано. Соглашение тоже мы подготовили, с департаментом личных отношений отправили на согласование по департаментам. Согласуют, в ближайшее время отправят. Коллеги, у нас же есть сроки согласования. Понимаете, что если у нас будет город Якутск задерживать с подачей программы республиканской, то это будет совсем странно выглядеть, по крайней мере. Хорошо. А где у нас Владимир Юрьевич Федоров, заявлен у нас как участник ВКС? Сегодня у нас единый приемный день граждан по округам, сам с промышленного округа, и он на Октябрьском округе граждан принимает. Сейчас. Вы тогда передадим, да? Да? Все-таки нам представить до завтрашнего дня программу. Нам это необходимо для того, чтобы
всех остальных коллег в муниципалитетах, особенно тех, которые уже представили программу, чтобы мы их не подвели. Спасибо. Скажем так, чем быстрее мы все сделаем, тем больше у нас шансов получить дополнительные бонусы в виде каких-то включений в программу, например, по инженерке, по подведению каких-то, вот, например, сейчас программа по теплу есть, да, то есть на теплосети, на котельная, фонд ЖКХ – это отдельная программа от переселения, есть еще программа поддержки на вот теплосистему и на очистку воды, потому что, как вы знаете, у нас в разных районах, вот недавно мы были на отчете правительства в Алданском районе, в Нерюнгенском районе, там достаточно большое количество поселений испытывают проблему с очистными сооружениями. Они там либо есть в ужасном состоянии, либо их нету вообще, либо проект есть, а денег нету. То есть вот эти вот объекты мы хотим в первую очередь включать в программу фонда ЖКХ. Ну а для этого мы должны быть, скажем так, примером для всех остальных с точки зрения сроков доведения заявки, защиты заявок и так далее. Поэтому мы очень настоятельно просим все муниципальные образования, все районы своевременно, нам вообще срок стоит завтра, 1 марта, чтобы мы должны от всех получить эти данные. Что касается участков, то без участков у нас невозможна вообще никакая работа, поэтому мы просим, понятно, что не все участки могут быть сразу освобождены, но те, которые освобождаются, сразу их формировать, сразу делать на них документацию для того, чтобы можно было объявлять аукционы. Уже в марте, в апреле мы должны основную часть аукционов 2019 года видеть объявленным. Некоторые уже объявили в феврале, поэтому, в принципе, здесь работа также очень важна. Но это вот, наверное, основные фундаментальные такие условия, которые позволят нам в 2019 году сделать выполнение. У нас около 5 миллиардов рублей уже в этом году придут в республику от федеральных, по федеральной программе, поэтому я надеюсь, что мы, конечно, не будем откладывать ни в долгий ящик, ни на 2020 год, а все сделаем четко уже в этом году. У нас все составляющие нашего строительного рынка должны в обязательном порядке усиливаться. Вот. А на первом этапе, конечно, мы должны обязательно всех поддержать, чтобы переходный период был, по крайней мере, более-менее комфортный. Да? Вот. В этой связи особое внимание будет уделяться различным процессам по помощи в финансировании, по кредитной поддержке, по гарантийной поддержке. Здесь мы рассчитываем на помощь федеральных институтов, таких как Банк Дом РФ при агентстве Дом РФ, которые именно для осуществления проектов строительства жилищных, там, не только квартальной застройки, но и вообще любых проектов, связанных с переселением, с увеличением количества жилья, призван нивелировать вот эти вот сложности 214 федерального закона, который предусматривает введение с 1 июля эскроу-счетов на все долевое строительство. Вот, поэтому понятно, что все жилые объекты будут строиться за счет либо собственных средств застройщиков, либо привлеченных средств. Поэтому это, наверное, задача номер один – обеспечить их финансированием и кредитной поддержкой. Задача номер два – это продолжать работать с федеральным центром в отношении средств на инфраструктуру, на подведение инфраструктуры, особенно удаленные наши населенные пункты, там, где удельный вес инфраструктуры линейный, отопление, канализация, электричество, то есть вот, подготовки территории, там, скажем, удельный вес этих затрат высок в стоимости квадратного метра. Вот здесь мы, конечно, будем также рассчитывать на федеральную поддержку. Мы уже направили заявку в план по комплексному развитию в Дальнего Востока, в Министерство Миндальвосток, но Минвосток развития. Но вопрос у нас не только в инфраструктуре, скажем, такой инженерный, но это еще и благоустройство территории, это благоустройство общественных пространств, это подведение дорог, это очистка территории, это снос старых конструкций. На все это у многих муниципалитетов банально нету средств. Поэтому мы в рамках разных программ пытаемся им помочь для того, чтобы, построив качественное жилье, все-таки старые бараки каким-то образом у нас исчезали с лица наших поселений и в целом не только комфортно
комфортное жилье появлялось, но и качество жизни в этих населенных пунктах также улучшалось. То есть реализация программы «Комфортная городская среда», она будет и с переселением БИЦа, да? То есть Да, это она будет... должна увязываться, она четко должна увязываться, и мы сейчас смотрим, какая будет бюджетная структура этих расходов, какие средства из каких источников мы будем черпать, но в любом случае эта программа должна быть увязана, поскольку объем переселения настолько высокий, что фактически, вот, например, город Алдан на 70% будет заново выстроен. Поэтому без интеграции программы «Комфортная городская среда» это будет просто невозможно ее качественно организовать, ее качественно реализовать.